жасалу жолдары, жаңағы совершенный, несовершенный видтің жасалу жолдары. То есть несколько способов, когда у нас образуется глагол совершенного и несовершенного вида. Бірінші, при помощи приставок. Приставка арқылы. Приставкамыз түбірдің алдында қойылады. Қазақ тілінде бізде приставка жоқ. Бізде жұрнақ, содан кейін жалғау бар. Орыс тілінде бізде приставка бар. Сонда міне, мысалы, несовершенный вид и совершенный вид. Көрейік. Мысалы, что делать? Басында сіздерге айттым. Жаңағы несовершенный вид это полностью читать. Так что делать? Что делать? Читать. А что сделать? Сделать. Прочитать. Міне, про деген приставканы қойдық. Сонда получается совершенный вид. Читать ол оқу деген мағына. Оқу деген сөзде. То есть қашан оқу, қалай оқу, қай уақытта оқу, ол жаңағы түсініксіз. Любой, кез келген уақытта, А прочитать уже біз білеміз, осы кітапты бізге берді, соны оқып шығу керек. Прочитать. Сонда читать, я читаю, я что делаю, и я прочитаю. Мен оқып шығамын, мен білемін, мен осы кітапты оқып шығамын. Прочитаю дегенде. Или, допустим, писать несовершенный вид. Написать это уже совершенный вид. Написать это уже совершенный вид. Плохо видно? То есть, смотрите, пока просто обращайте внимание на словообразование, на способы образования. Содан кейін мысалдарды келтіреміз тағы. Читать, прочитать. Писать, написать. Готовить, приготовить. То есть приставка приготовить. Деп айтамыз, Готовить, приготовить. А мына жерде кішкене слово исключение. Ол жаңағы купить деген сөзге байланысты. Покупать, видите, несовершенный вид, но покупать дегенде бізде приставкамыз бар. Вот здесь вот. А купить уже без приставки. Ну, это уже понятно. Купить, сіз жаңағы, что сделать? Купить. Мне нужно купить, там, допустим, продукты. Это уже совершенный вид. Я знаю, что мне нужно их купить. Это исключение. Приставка жоқ на жерде. А покупать это что делать? Сатып алу керек дегендей, Здесь, наоборот, приставка. Но это вот такое исключение. Во всех остальных случаях у нас несовершенный вид без приставки, совершенный вид с приставкой идет. Дальше. Екінші жолы ол суффикс арқылы. На жерде приставка болды, на жерде жұрнақ. Приставкамыз, жұрнағымыз. Несовершенный вид и совершенный вид. Давайте посмотрим. Допустим, решать, решать. Что делать? Решать. А что сделать? Нужно решить. На жерде біз ит деген приставканы қойдық. Решить. Или, допустим, показывать, показывать. Что делать? И показать. Показать. Суффикс арқылы болып тұр на жерде. Забывать и забыть. Тоже мы суффикс добавили. Что сделать? Забыть. Что сделать? Показать. Что сделать? Решить. Что делать? Решать. Что делать? Показывать. Что делать? Забывать. Забывать. Суффикс арқылы. Үшінші жолымыз, жаңағы басқа сөзді, басқа сөз арқылы. Мысалы, қараңыздар. Говорить деген сөз это несовершенный глагол. А уже когда айтып шыққанда, біз айтамыз сказать. Что сделать сказать, а что сделать говорить. То есть два слова поменялись. Мағынасы бірдей, айту, Бірақ там несовершенный вид будет говорить, совершенный вид уже сказать. Я сказал, я что сделал, я тебе сказал. А я что делаю, я говорю. Айтып тұрмын. Это несовершенный. А сказал, айтып шықтым. То есть осы екі сөздің мағынасы бір. Айтып шықтым, айту, бірақ та говорить, сказать. Қазақша бірдей болады. Немесе жаңағы брать. Брать деген что делать? Брать. А что сделать? Взять. Я что делаю? Я беру там вещи. Я что сделал? Я взял вещи. Взял. То есть заменили. А бірақ на жерде айту қазақша болсын, И алу. Алу. То есть, в принципе, сказать и говорить это все айту қазақша, но только значения разные. На жерде аяқталмаған, я говорю, я буду говорить дегенде. А на жерде я уже айттым, сказал, айтамын, скажу, что сделаю, но сказать. Точно так же брать и взять.
Қазір міне осы етістіктерді біз бәріміз сөйлем құрастырамыз. Түрлі жаңағы варианттарда. Ең бірінші мына жерге қараңыздар. Еще одна подсказка есть. Как легче различить несовершенный вид от совершенного вида? Қалай оны жаңағы жеңіл түрімен білуге болады? Мысалы, что делают, что делает, допустим, и вспомогательные слова. Когда и как часто. Мысалы, қазақша айтқандай, мынау сөйлемді алайық. Маша смотрит фильм. Маша смотрит фильм. Маша что делает? Что она делает? Да, вот сюда вопрос поставим. Что делает? Маша смотрит фильм. Каждый день, каждое утро, регулярно, часто, редко, но она смотрит фильм. То есть мына жерде бізде үстеу, наречие, да? Мысалы, таңерте, кешке, күндіз, үнемі, жиі, сирек, бірақ ол фильм көреді. То есть ол аяқталмаған, ол күнде осы фильмді көріп шығады. То есть она смотрит, что делает. Мысалы, папа покупает газеты. Папа что делает? Әкем не істеп жүр? Ол газет сатып алып жүр. Күнде, таңерте, осы киоскта, осы жерде ол газет сатып жүр. То есть папа покупает газеты. На жерде бізде көмекші сөздер, жаңағы осы наречие, қазақша айтқанда үстеу. Каждое утро, каждый день, каждый вечер, регулярно, часто, редко дегендей. Ал енді совершенный вид болса, что они сделали и когда. Когда. Допустим, Маша посмотрела фильм «Титаник». Он көріп шықты. Посмотрела она уже его. То есть, если здесь она каждый день смотрит, то здесь она уже посмотрела. Оны көріп шықты. Кеше, мысалы, кеше көріп шықты. Немесе кешке көріп шықты. Немесе бір рет көріп шықты. Немесе сенбі күнді. Да, посмотрю деп айтуға болады. То есть, Маша вчера посмотрела фильм, а в будущем Маша в субботу что сделает? У нее выходной, и она посмотрит фильм. Көріп шығады. То есть, субботу басынан аяғына дейін көріп шығады. Титаник деген фильмді, немесе басқа фильмді. Бірақ та ол жаңағы бір рет қана жасалатын, иә? То есть, один раз или в какой-то определенный день, или в какое-то определенное время взяла и сделала. Алды, істеді, болды. Бұл совершенный вид болады. Содан кейін папа, әкеміз не істеді? Папа купил газету. Или папа что сделает? Купит газету. Сейчас купит. Утром купит. Сегодня купит. Вечером купит, да? Или, допустим, мама купит мне там новую кофту. Что сделает мама? Купит она мне ее. Я знаю, она мне ее купит. Блеман, я? А мама покупает мне, допустим, каждый месяц новую игрушку. Күнде ай сайын маған жаңа ойыншық сатып әпереді балаларға, я мысалы айтамыз. То есть это постоянное регулярное действие, а это один раз совершенное действие. Түсінікті ма? Напишите, вот кому непонятно разницу между совершенным и несовершенным видом. Қалай түсіндіңіздер? Соны жазып шығыңыздар. Возьмем глагол «что делать?» Кушать. И что сделать? Покушать. Покушать. Давайте посмотрим. Что делать? Что я буду делать? Что я делаю? Я кушаю рыбу. Рыбу. Что делаю? Что делаю? Я кушаю рыбу. Допустим, ты будешь кушать. Что делать ты будешь? Ты будешь кушать рыбу. Опять же. Рыбу. Да, или там яблоко. Или, допустим, хлеб. Да, хлеб. Сейчас попить было, да? Да, сейчас вот попить еще. Хлеб с маслом. То есть, что делаю? Что делаю? Я кушаю рыбу. Что делаю? Ты будешь кушать рыбу. То есть, кушать. Когда кушать? Может быть, да. Так, прошедшее время давай. Он кушал
конфету, да, допустим? Он кушал конфету. Теперь давайте посмотрим здесь. Я покушал. Я в обед покушал. Что ты ел в обед? Сейчас вопрос поставим. Я в обед покушал рыбу. Рыбу. Что ты, допустим, покушал, да? Что ты покушал? Что ты покушал? Я покушал рыбу в обед. Что ты сделал? Вопрос. Что ты сделал? Что ты сделал? Я покушал рыбу. Что ты сделал? Или, допустим, ты будешь кушать, да? Ты в обед покушаешь мясо. Ты в обед покушаешь мясо. Ты в обед покушаешь мясо. И он покушал, что он покушал? Он покушал, все, он покушал. Он в обед покушал. Давайте посмотрим теперь разницу, да? Я в обед покушал рыбу. Мен обедте балықты жеп шықтым, да? То есть тойып балығымды жеп шықтым деп айтамыз. Покушал, да? Что ты сделал? Ты в обед, что ты будешь делать? Ты в обед покушаешь мясо. Не жейсің сен обедте. Я біз білеміз. То есть ол жеп шығады оны. Мясо покушаешь. Ты в обед покушаешь мясо. А он уже все покушал. Он покушал, он встал, покушал и ушел. Он покушал и встал со стола. Можно вот так продолжить? И встал со стола. Что он сделал? Он покушал и ушел. Он покушал, допустим, и ушел. Он что сделал? Он покушал и ушел. То есть он все, он покушал и ушел на работу обратно. А, допустим, он кушал, вчера кушал, сегодня кушал. Он кушал вкусную конфету. Он кушал вчера рыбу. То есть опять добавляем вчера, сегодня, завтра. Он кушал, а он покушал, уже все, закончил. Сыныкты? Попил точно так же, да? Допустим, папа что делает? Папа пьет чай. Что он делает? Бабушка что делала? Пила молоко. Пила молоко. Бабушка пила молоко. А, допустим, уже совершенный болса. Бабушка выпила. Что сделала? Она выпила молоко. Или, допустим, это молоко можно сказать. Бабушка выпила это молоко. Или, допустим, папа выпил этот чай. Папа выпил чай. Все, выпил. Чая больше нет. То есть папа выпил этот чай. Завершенное действие. То есть если приставка у нас есть, то это уже завершенное действие. Давайте еще посмотрим. Еще примеры придумайте.